Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Анастасия Александровна Галкина. Я методист Центра развития образования и социализации воспитания личности Института развития образования. Сегодня мы с вами рассмотрим основные требования к проведению республиканского конкурса «Лучший детский сад года» 2021 года. Основными организаторами конкурса является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с Институтом развития образования, Сыктывкарским государственным университетом и Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим колледжем. Для организации проведения конкурса Министерством образования создается организационный комитет, экспертная комиссия, состав которых утверждается приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. В состав организационного комитета вошли представители Министерства образования Республики Коми, представители Института развития образования, председатель Коми Республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и представители Сыктывкарской гуманитарно-педагогического колледжа. Для организации проведения конкурса министерством также создается экспертная комиссия, это жюри нашего конкурса. В состав жюри вошли представители Сыктывкарского государственного университета, это представители Института развития образования, это представители Сыктывкарского гуманитарного педагогического колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова. И, конечно же, это руководитель дошкольной образовательной организации, победитель конкурса прошлого года. Конкурс проводится в целях выявления и трансляции успешного и инновационного опыта дошкольных образовательных организаций Республики Коми по реализации федерального государственного образовательного стандарта, повышение качества деятельности дошкольной образовательной организации, поддержки и поощрения талантливых руководителей и педагогических коллективов, формирование позитивного социального опыта дошкольного образования, популяризации инновационных подходов в образовательных и воспитательной деятельности дошкольной образовательной организации. Задачами конкурса являются это стимулирование организации к новым профессиональным достижениям, это популяризация и внедрение инновационного опыта дошкольной образовательной организации, это развитие обмена передовым опытом, достижениями, моделями управленческой и педагогической деятельности участниц конкурса среди профессионального сообщества и широкой общественности и профессионально-общественная оценка работы дошкольной образовательной организации. Участники конкурса. То есть в конкурсе в этом году принимают участие образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, имеющие статус муниципальной, республиканской или федеральной площадки, опорно-методической, пилотной, стажировочной, инновационной. Обязательно обратите на это внимание. В этом году принимаются заявки, материалы от детских садов, которые имеют статус муниципальный, республиканский или федеральный. Конкурс, конечно же, является у нас добровольным. В конкурсе допускаются образовательные организации победителей муниципального этапа конкурса. Но в конкурсе не могут принимать участие победители республиканского конкурса «Лучший детский сад года» за последние 2 года. Это за 2019 и за 2020 год. Конкурс у нас проходит с вами с 10 марта по 30 апреля. Наша задача на данный момент состоит в том, что образовательные организации должны создать на официальном сайте вкладку, страничку, раздел, содержащий конкурсный материал. Что входит в конкурсные материалы? Первое – это видеоролик на 3-5 минут. Что входит в видеоролик? Это включающий наименование образовательной организации, цели и задачи деятельности образовательной организации,
опыт работы по решению государственных задач дошкольного образования. Это модели раннего развития, ранней помощи родителям от 0 до 3 лет, апробация систем оценки качества образования, вариативность содержания образования, создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом развития и поддержки разных видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Это поиск и применение вариативных моделей, форм, методов и программ организации активной детской деятельности, форм организации образовательного процесса, распорядка в течение дня, интересных форм работы с родителями, а также содержащие информацию о достижениях и перспективах развития дошкольной образовательной организации. И второе, это, конечно же, инновационные проекты и методические материалы. Так. Для участия в конкурсе руководители муниципальных органов управления образования в срок с 10 по 24 марта до 14:00 в оргкомитет конкурса направляет заявки и материалы в электронном виде по электронному адресу crdo@criro.ru с пометкой ЛДСГ 2021. Что входит в материалы? Это заявка от дошкольной образовательной организации, где обязательно должна быть приложена гиперссылка с действующими ссылками на сайт ДО, а также сканированный вариант заявки с подписью и печатью руководителя дошкольной образовательной организации. Это согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему положению. И, конечно же, это представление от муниципального органа управления образованием согласно приложению 3 к настоящему положению. Требования к содержанию и оформлению материалов конкурса. Заявка представляется в форме Microsoft Word. Вы уже, наверное, все получили приказы на местах, положение. Там очень подробно и детально расписаны все требования, то есть все интервалы, все какие должны быть при подаче материалов. Конечно же, видеоролик с возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств. Мы с вами знаем, что конкурсные материалы не рецензируются, справки не выдаются, апелляция на решение экспертной комиссии конкурса и оргкомитета не принимаются. Материалы, представляемые на конкурс, в том числе и методические материалы с личных интернет-ресурсов участников, могут быть использованы для публикации в СМИ и при подготовке методических материалов конкурса. Конкурсные материалы не допускаются к участию в конкурсе, если представленные документы не соответствуют формам, установленным приложением 1.2 к настоящему положению. Представлены краткосрочные и среднесрочные проекты. Это конкурсные материалы не соответствуют перечню, указанному пункту 3.5 положения. Если документы поступили позже 24 марта, после 14:00, если представлены локальные проекты на одну группу дошкольной образовательной организации, и если конкурсные материалы не соответствуют техническим требованиям, указанным в пункте 2.4, согласно положению. Завершение конкурса и церемония награждения. Рассмотрим с вами последний пункт нашего конкурса. В срок с 13 по 14 апреля по результатам экспертизы материалов экспертная комиссия определяет победителя конкурса, лауреатов и участников. Один победитель у нас, 2 лауреата 2 и 3 степени определяются в результате экспертизы конкурсных материалов по наибольшему количеству баллов в рейтинге по итогам средних баллов, выставленными всеми членами экспертной комиссии. Победитель конкурса награждается дипломом победителя и призом в денежной форме. Лауреаты 2 и 3 степени конкурса награждаются дипломом лауреата. Участники конкурса награждаются сертификатами участника. Денежные средства победители конкурса используют на приобретение оборудования компьютерного, игрового, спортивного, информационного,
приобретение детской мебели, развивающих игр, пособий для организации образовательной среды. Победитель в течение 30 дней с даты перечисления денежной выплаты направляют отчет об использовании денежных средств по форме. Форма представлена в приложении 4 к настоящему положению с приложением подтверждающих финансовых документов на электронную почту nv.кривошеина@криро.ру на почту. Город Сыктывкар, улица Орджоникидзе, 23, Кривошеиной Натальи Владимировны, кабинет 207. Награждение победителя конкурса состоится на церемонии торжественного закрытия республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 30 апреля. И если у вас будут возникать вопросы, звоните. Вам представлена вся контактная информация организаторов этого конкурса. Это Королева Анна Владимировна, секретарь конкурса, Галкина Анастасия Александровна, это я, и Карманова Юлия Владимировна. На сегодня, получается, у нас осталось с вами тоже достаточно не очень много времени, где мы с вами должны создать на сайте детского сада вкладочку, куда мы размещаем все свои материалы. Это видеоролик, это инновационные проекты и материалы. В срок до 24 марта мы с вами должны в организационный комитет представить заявки, где у вас должны быть активные, конкретные ссылки, чтобы члены жюри могли спокойно зайти на вашу вкладочку и посмотреть весь содержащий материал. Всего доброго, спасибо вам за внимание, хорошего настроя. До свидания.